Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Вся наша жизнь игра, и если ты не глуп, ты понимаешь, во что ты играешь. Весь этот мир как большой футбольный клуб. Хей, 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 футбольный клуб. В эфире «Эхо Москвы», в эфире программа «Футбольный клуб». У микрофона Разиф Абдуллин. С нами на связи по скайпу Максим Балобанов. Здравствуй. Привет, Разиф. Давно не слышались, целую неделю. Да, наш третий соведущий, генеральный директор Федерации футбола Республики Вадим Ахметов, он находится в Москве. В командировке он там повышает свою квалификацию, но тем не менее он выйдет с нами на связь. Напомню, номер телефона редакции 8 927 304 1051. По нему вы можете присылать ваши сообщения. Также вы можете оставлять свои комментарии в Ютубе, в трансляции программы на канале «Эхо Москвы» в Уфе. Итак, о чем мы сегодня поговорим? Уфа сыграла с чемпионом страны «Зенитом». В чем причина результативной ничьи? Интерактивный футбол. Что это такое? Наш собеседник Алексей Кушниренко, менеджер проектов Федерации компьютерного спорта России. Он придет к нам во второй половине часа. Жуковский старт, уверенно лидирует в чемпионате Башкирии. Прогноз на матч Уфы с крыльями Советов, анонсы и основные новости недели. Вначале давайте попытаемся связаться с генеральным директором Федерации футбола Башкирии Вадимом Ахметовым. Добрый день. Добрый. Владимир Ильич, традиционный вопрос. Как ваше видение, основные события прошедшей недели и что вы ждете от предстоящих дней ближайших? Прошедшая неделя, я считаю, что прошла под знаком башкирско-питерского противостояния. То есть, именно 21 числа в один день футбольный клуб Уфа принимал «Зенит» и сыграл в ничью, причем в таком ярком матче. И в этот же день сборная Республики Башкортостан, девушки до 17 лет, играли со сборной Санкт-Петербурга за 5 место в финале первенства России. К сожалению, уступили 1-5. А анонсом, если можно сказать, то будет вот сегодня противостояние уже башкирско-самарское. Я поясню опять же. ФК Уфа дома принимает «Крылья Советов» в рамках 6-го тура премьер-лиги, а женская команда Уфа сегодня же играет с «Крыльями Советов» в городе Городец, Нижний Новгород, в рамках второго тура предварительного этапа первенства России, первая лига. Владимир Ильич, буквально вот сейчас перед нами звучали новости и рассказали о том, что РФС предлагает реформу футбольную, в том числе отменить лимит легионеров. Можете в двух словах ваше отношение к этому сказать? Мое отношение нужно быть... Наверное, этот вопрос назрел, но чтобы более компетентно ответить на этот вопрос, нужно быть... Потому что внутри команд профессиональных, потому что они лучше знают этот вопрос изнутри. А в целом, наверное, это пойдет на пользу, наверное. Угу. Еще вопрос, пользуясь тем, что вы в эфире. Да, вопрос такой. Вы там в Первопрестольной, все-таки в каком направлении повышаете квалификацию? Вроде бы вы так в футболе уже знаете абсолютно все и умеете. Я что-то не очень хорошо слышно. Алло. В каком направлении вы повышаете квалификацию? Вы учитесь, Вадим Рифович, в Москве. Это в двух словах не сказать. То есть это выстраивание политики Федерации в развитии не столько профессионального футбола, сколько любительского, массового, и правильное ведение отдельных проектов. Допустим, будет у нас как развивать женский футбол, допустим, под тему, или будет киберфутбол и так далее. Угу. И короткий вопрос последний, потому что вы все-таки должны учиться. Ваш прогноз на матч с крыльями Советов ФК Уфа? Смотрите, мне кажется, что матч с крыльями даже будет сложнее для нас, чем игра с «Зенитом». Во-первых, крылья, тоже выиграли, положительные эмоции. А во-вторых, что я заметил, что «Крылья Советов», если первыми забивают мяч, то они не проигрывают. Хотя есть другое дело, если они в этом чемпионате, если они первым пропускают, то и не выигрывают. Поэтому, мне кажется, надо бы забить первыми, и тогда, Короче говоря, установка в команде Уфа забить быстрый мяч. Да, и учитывая статистику, все-таки крылья у нас выиграли только один раз за все историю встреч в чемпионатах России, играя у нас в Уфе.
Но видите, в этом году команда играющая, то есть интересная, то есть будет, матч будет такой очень архиважный и, как говорится, за 6 очков. Хорошо, спасибо большое. Это был Вадим Рифович Ахметов, генеральный директор Федерации футбола Башкирии. Максим, ну и тебе такой же вопрос. Что ты отметил бы за прошедшую неделю из футбольной жизни? Ну, на самом деле, это где-то отчасти приватная новость для всех слушателей. Да, я не знаю, не все, наверное, в курсе, что я 2 месяца, в общем-то, был домоседом в силу того, что очень сильно травмировал ногу. И вот минувшее воскресенье мне удалось все-таки выбраться на футбол, на чемпионат Башкирии. Классный матч, не мог его пропустить. «Спартак Юниор» против «Старта» из Жукова. Об этом мы чуть позже поговорим. Но сам факт того, что без футбола я никак не могу, и поэтому для меня вот это самое главное событие минувшей недели. Ну, слава богу, значит, это уже хорошо. А я бы, конечно, тоже поддержал Вадима Ахметова, что важное событие – это матч с «Зенитом». «Зенит» не побеждает Уфу на ее домашнем поле уже 3 сезона подряд. Это произошло и в этот раз 1-1. Сначала гости усилиями Малкома вышли вперед, но потом Гамид Агаларов после паса Кротова сравнял счет. Мог отличиться и Астон Урунов, вернувшийся в Уфу. Но нет, видимо, не в этот раз. Вот что сказал о ходе игры бывший тренер Уфы Игорь Колыванов в программе 8/16 федерального канала Матч ТВ. Давайте послушаем, а потом обсудим. Мы часто говорим, команда выше классом. Команда по игрокам, на голову сильнее, чем... Но когда ты играешь с 5-й минуты, ведешь 1-0, ты успокаиваешься. И в любом случае, Симаку, наверное, нужно было подсказать. Надо забивать второй. Убаюкались они. И катали, Уфа практически не создавал момент. У них моментик предоставился, они реализовали. И там последние 18 минут, сложно, когда ты уже весь матч, там 60 минут проводишь в одном ритме и сразу переключаться, там 3-4 скорость включать. Они постарались, но чуть было не пропустили и второй. Если бы чуть помягче бы отдал, чуть левее, я думаю, что Урунов бы забил этот мяч. Максим, как твое мнение? Расслабились зенитовцы или все-таки мы там оказали давление и смогли свой момент не упустить? Это стукаловский футбол. Вот он был замечен еще в конце прошлого сезона, когда Алексей Борисович появился в Уфе. То есть это вот такой немножко где-то агрессивный, пусть не все время, на протяжении всего матча, но какими-то вот 10-минутками, что ли, команда берет инициативу на себя, и это пока дает плоды. То есть такой некий более агрессивный, даже, может быть, более наглый футбол, да, а не какой-то там попытка сыграть в автобус, удержать счет и прочее, прочее. Про автобусы мы забыли уже давно. А как можно назвать эту манеру игры? С шашками наголо. Настучим или нам настучат, да? Ну, хорошо. Я думаю, что сегодня с крыльями будет что-то очень веселенькое. Я еще бы хотел еще одну цитату из этой же программы привести. И в федеральном телеканале ведущий Тимур Журавель высказал еще свое отношение к тому, что происходит вокруг футбольного клуба Уфа. Я бы хотел его процитировать. Давайте послушаем. Противоречивость, которая есть вокруг Уфы, это информация о том, что непонятно, что будет со стадионом, с финансированием. Якобы магазин даже атрибутики куда-то подевался, куда не смогли заглянуть болельщики «Зенита». Мы надеемся, что вот эта несуразица, она будет преодолена, и кто должен, кто может, окажет должное внимание команде, и все у Уфы дальше будет прекрасно. Этот цитата к тому привел, что футбол – это не только спорт или игра на поле. Если бы все было так просто, то было бы просто очень прекрасно. А на самом деле в футболе много подводных камней, разных околофутбольных историй. Кто-то воспринимает его как популярную игру, кто-то как бизнес, а кто-то как один из видов шоу. И поэтому мы будем говорить о разных сторонах футбольной жизни. Если, Максим, есть тебе добавить, как для тебя футбол? Больше какой из этих ипостасей нравится? Спорт, шоу или бизнес? Не, есть те вообще, кто футбол-то за вид спорта не считает, они хоккей только воспринимают. Для меня это дело моей жизни. Я уже больше 20 лет, в общем-то, варюсь в этом чане футбольном, как минимум республиканском, и, собственно, и в профессиональном тоже уже очень много лет отдал этому. Для меня это, не знаю, смысл жизни. Слушай, мне очень понравилась твоя фраза, твоя, твой лозунг. Каждый имеет право на футбол. Что ты в это вкладываешь? К тому, что не только это профессиональный спорт, но и любой мальчишка, который взял в руки мяч, вышел во двор и гоняет с утра до ночи. И вот он тоже, вот он футбол. Вот это его футбол. И для него это самое главное. А если у него когда-то будет еще и возможность себя на более высоком уровне попробовать, хотя бы в детско-юношеской школе, может быть, на любительском уровне,
для него, мне кажется, для любого мальчишки, даже и девчонки в том числе, это будет просто позитив в жизни дополнительный. Спасибо. Так мало этих Давай позитивных. перейдем к Туймазинскому клубу «Спартак», который сражается сразу на несколько фронтов. В первенстве России ФНЛ-2 у «Спартака» из Туймазов был перерыв, а вот в третьем дивизионе команда «Спартак-2» под руководством Павла Смилькина потерпела поражение в Аше от местного «Металлурга» 2-3. 6 туров туймазинцы не могут одержать победу. Мало того, из последних 6 игр только в одной в матче с Прикамьем Пермь смогли набрать 1 очко, сыграв ничью 3-3. Максим, что происходит? Это усталость или нехватка на скамейке? Нет, на самом деле это очередной период реорганизации в клубе, в системе клубной. То есть то, о чем мы предполагали еще в феврале, о том, что будет несколько этапов перехода сначала из 3-го дивизиона во 2-й, и сейчас от любительского футбола, от «Спартака» юниора к новой команде «Спартак-2» в 3-м дивизионе. И вот не так легко это дается. Очень много молодых футболистов появляется в «Спартаке-2», в 3-м дивизионе, для них это все дебюты, и не тушуются. Ну, а так получилось, что попали по календарю подыграющие команды, которые как раз сейчас набрали темп. И Нижний Тагил, и Тобольск, и Аша, уж что там говорить. Причем с Ашой-то боролись долгое время, пропустили лишь в конце. Причем от игрока, который является воспитанником финского футбола, Прокофьева, который только-только приехал в Ашу. Вот парадокс, да, немножко? Да. Бывает. Ну, Без поражений не бывает побед. Это еще одна моя аксиома. Максим, я правильно понимаю, у тебя есть вот условно 4 команды «Спартака», то есть «Спартак» основной, «Спартак-2», «Спартак-дубль» и «Спартак-юниор». И «Спартак-юниор» является как бы фарм-командой для «Спартака-2», а «Спартак-дубль» является фарм-командой для «Спартака» основного. Правильно понимаю? Нет. «Спартак» основной, он это, в общем-то, отдельная единица. Они варятся в своем котле. Иногда кого-то отправляют на первенство республики для получения игровой практики. А вот «Спартак-2», он подпитывается кадрами из обеих команд, выступающих в чемпионате Башкирии, из дубля, из юниора. Не стоит забывать, что есть еще в структуре клуба 5 детско-юношеских команд, выступающих в первенстве России. И ветеранская команда сейчас появилась серьезная, которая буквально на днях вернулась из Екатеринбурга. Там был солидный турнир ветеранский, 50+, 60+. Ну и в каждом из них попали в 4 сильнейших. В ближайшее время выступят на международном турнире в Сочи ветераны «Спартака». Будем за этим следить. Минувшие выходные прошли очередные матчи чемпионата Башкирии. Футбольный клуб «Старт» из Жукова Уфимского района после победы над «Спартаком» юниоров из Туймазов 2-0 уверенно теперь занимает первое место. Вот сразу после матча мы поговорили с главным тренером команды «Старт» Дмитрием Макаром. Давайте послушаем его краткие послематчевые комментарии. Победили за счет характера, это основной момент. Хотелось бы, что в первом тайме уже решили вопросы чуть-чуть. Не могли себя, что ли, переломить, перебороть. И во втором тайме все-таки вот эту точку поставили, что радует. Наверное, я бы всю команду отметил. Каждый довольно-таки качественно сыграл. Можно говорить, что вы подтверждаете свои амбиции на чемпионство? Ну, если сегодня выиграли и, в принципе, с лидерами играем довольно хорошо, то, безусловно, да. Но, с другой стороны, еще 1/3, так что посмотрим. Максим, ну это как раз тот самый матч, на котором ты, как говоришь, побывал. Вот хотелось бы узнать твои впечатления. И правда, что теперь эти чемпионские амбиции «Старта» уже невозможно будет поколебать? Ну, я-то отвел душу, но не стоит говорить о том, что прям уверенно лидирует. На самом деле, если смотреть турнирную таблицу, то «Старт» опережает юниор на 5 очков, но при этом юниор имеет игру в запасе. Это раз. И во втором круге будет очень много интересных встреч по республике, где жуковцы, они вот не лучшим образом играют, допустим, в гостях, как показывает статистика. Ну и вот в ближайшем туре, который состоится в эти выходные, 8 сильнейших команд республики по турнирной таблице встречаются между собой. Вот там будет 4 крутых матча. Допустим, в Октябрьском Дивон со Стельтамаком будет играть, в Учелак Горняк с дублем туймазинским, в Салавате «Зенит» с юниором туймазинским. «Старт» принимает Ишимбай, который всегда непредсказуемый. Будет классный тур. Ну, «Старт» же играет на своем поле. На этот раз, я думаю, они не должны споткнуться на Ишимбае, нет? Там Ишимбай такая банда, которая может в любой момент все что угодно сделать. Может проиграть аутсайдеру, может выиграть у фаворита. Ну, смотри, вот «Спартак-дубль» в чемпионате Башкирии одержал крупную победу над Булгавской «Жемчужиной» 5-0. На поле в составе туймазинцев впервые, если я не ошибаюсь, вышел Никита Белоусов. Как он себя показал и будет ли он заявлен в основную команду «Спартака» ФНЛ-2?
Ну, не впервые, это уже второй был матч Белоусова Никиты. «Жемчужина» под стать такой соперник, булгаковская. Она такой новичок чемпионата Башкирии, поэтому интересно было ее смотреть. Я комментировал этот матч. Что касается Никиты Белоусова, то он уже заявлен за основную команду во втором дивизионе и в ближайшее время появится на поле, безусловно. А может он сыграть в Оренбурге уже 30 августа? Да, он в заявке, то есть официально это все оформлено. Потенциально может, да? А все-таки, говоря об его игре, сможешь ты что-то сказать, какие-то, не знаю, слова о Никите? Видно сразу, что уровень гораздо выше, чем ряд игроков дубля. Хотя вот на сегодняшний день за дубль выступают в основном воспитанники туймазинского футбола. Там есть потенциальные перспективные ребята. Вот, допустим, Вадим Насибуллин, 17-летний, с которым мы недавно общались. Я в нем вижу потенциал. Есть, на самом деле, ряд футболистов. Есть кто-то, кто, может быть, не до конца дотягивает до определенного уровня, но «Жемчужиной» никто погоды не портил. Там получилась чисто командная победа с крупным счетом. Угу. А как ты оцениваешь нашего будущего соперника, туймазинского клуба, конечно, не моего личного соперника, «Спартака» Оренбург-2. Я напомню радиослушателям, что в понедельник, 30 августа, «Спартак» из Туймазов выезжает в Оренбург, в 2 часа там состоится этот матч выездной. То есть, вот каким этот будет матч, по-твоему? Для начала надо пережить еще субботу. Так. То есть в субботу играет «Спартак-2» дома, это 3-й дивизион. «Шор-Звезда». Так. Пермь. Это молодая поросль пермская, из которой в ближайшее время кто-то тоже заявит о себе. Сначала вот эту субботу не переживем, а потом в Оренбурге. Там, конечно, будет тяжело. Безусловно, не все в порядке у спартаковцев команды Наиля Хабибуллина с составом по разным причинам. Я общался буквально вчера с главным тренером «Спартака» Станиславом Раисовичем. Он всегда полон уверенности. Он человек, прошедший серьезные футбольные команды как игрок, поэтому и здесь он уже давно знает план, который может принести победу в Оренбурге. Угу. Сейчас, если не ошибаюсь, «Спартак» на 13-м месте, находится в ФНЛ-2? Там тоже, они пропускали предыдущий тур, поэтому у них на игру меньше. И сейчас любой удачный результат, он сразу поднимет как минимум в первую десятку, может быть и выше. Очень плотно идут команды. Там ярко выраженные лидеры, это Челябинск и Ульяновск. Остальные практически одинакового уровня. Давайте напомним нашим радиослушателям, какая турнирная задача стоит перед «Спартаком» Туймазы, в ФНЛ-2, то есть в свой первый сезон. Я думаю, что нет там каких-то супер притязаний, но тем не менее хочется узнать. А нету задачи как таковой. Надо попробовать проверить свои силы, осмотреться, показать себя. И в следующем сезоне, который, я уверен, что тоже для «Спартака» будет в профессиональном футболе, там уже как-то формировать и задачи, и заявку. Там улучшится и инфраструктура, безусловно, клубная. Тут пока, вот как Наиль Хабибуллин говорит, так, конечно, все говорят, настраиваться на победу в каждом матче, давать результат, радовать болельщиков. Вот. Там сейчас сколько команд играет в этой группе 4-й? 15, да, если не ошибаюсь, или побольше? 15 команд. 15 команд, да? То есть первый топ-10 хотя бы надо войти, я думаю, полагаю. По такой игре, как отмечают остальные соперники, мы же общаемся, в общем-то, и с Ульяновском, с МИАСом, не знаю, практически со всеми, с кем играли, мы общались. Они говорят, у вас команда играющая. Не всегда дается результат, но если бы не вот этот казус с МИАСом, когда техническое поражение засчитали, еще 3 очка отобрали за победу над Ностой, сейчас бы команда была бы в топе, я думаю. Мне кажется, и «Спартак», и Уфа, в общем-то, идут в каком-то в одном направлении, схожем. То есть они показывают зрелищную игру. Но очень приятно наблюдать вот за таким футболом, когда игроки, они, в принципе, сражаются до конца и атакуют, не сидят в обороне, не пекутся только о защите. Хотя защита тоже важна, понятно, но тем не менее.
Максим, еще такой вопрос. Все-таки, говоря о перспективах башкирского футбола, 2 профессиональных клуба – это очень хорошо. Но какие перспективы имеет «Спартак» Туймазы? То есть может ли он подняться на ступеньку выше? В каком, ну не знаю, стратегически, через год, через 2, через 3? Там, вот в этом плане расскажи, пожалуйста. Я думаю, это очень интересно. Ничего невозможного нету. И, опять же, как показывает практика, со всеми командами из 4-й группы, где выступает «Спартак», можно биться, можно ставить задачи, можно... Ну, там надо занимать первое место, хотя, как вариант, можно и не по спортивному принципу повысить свой класс, подняться в первый дивизион. Можно было попадать в групповой этап Кубка России. Вот вчера играли первые матчи групповых турниров. Из 4-й зоны, где «Спартак» играет, туда вышли Барнаул и Ижевск. То есть они привезли к себе в родные города команды первого дивизиона и премьер-лиги. Но вот вчера обе команды проиграли на своем поле представителям первого дивизиона. А по большому счету там мог бы оказаться и «Спартак», также и Туймазинский, и сыграть, допустим, с тем же московским «Спартаком» запросто. Напомню, что оступились-то в Кубке на Ульяновской «Волге» в серии пенальти только после матчевых. А «Волга» потом дальше тоже не сумела пройти и уступила Саранску. То есть вот такие перипетии, тут очень много интересного. Есть перспективы, но тут самая главная задача не только профессиональный футбол развивать, но и детско-юношеский. То есть то, как сейчас работают возраста в первенстве России, это, конечно, не совсем хорошо. Там практически все на последних местах идут по своим годам рождения. Это тяжело, конечно, так вот сначала мальчишкам вступить в новое для себя состязание. То есть одна из главных задач тоже это развитие детско-юношеского футбола в Туймазах. Ну, я надеюсь, они со временем себя проявят. Тяжело в учении, как говорится, легко в бою. А что про инфраструктуру? То есть, допустим, в Туймазах, если они добьются права там, или захотят выйти на ступеньку выше, стадион подойдет или нам нужно что-то будет добавлять? Постепенно идет дополнительная реорганизация, то есть первоначальное лицензирование клуб прошел. Да, были отмечены моменты, которые необходимо постепенно тоже решать. Но они не самые сложные. То есть, по большому счету, все к этому идет. То есть, там надо будет реконструировать дальнюю трибуну, создать новый административно-хозяйственный блок, сделать все удобства для проведения прямых трансляций с участием передвижной телевизионной станции. Это не так сложно делается. Лишь бы только запал руководства клуба не иссяк. Я думаю, вот как раз хороший вопрос, ты предвосхитил. Руководство клуба готово, запал еще не иссяк, я хотел спросить. Президент клуба Артур Терегулов на позитиве. Которого, напомню, отстранили, пока нельзя ему присутствовать, поэтому мы не можем с ним конкретно поговорить, как через посредник, через Максима разговариваем, да? Максим? Не то чтобы ему нельзя присутствовать, он сам чуть-чуть ушел в тень, так-то ему же только запрещена футбольная деятельность. Да. А комментарии, как у одного из учителей клуба, президента клуба... Можно брать? Конечно. Слава богу, можно хоть напрямую обращаться. И все-таки, я прервал твою мысль, руководство клуба готово вкладываться серьезно там, в дальнейшем в инфраструктуру, чтобы поднимать уровень уже туймазинского футбола и башкирского в целом? В процессе сейчас поиск дополнительных спонсоров, то есть действительно в одиночку тяжело потянуть такую махину. Будет переосмотр по итогам 2021 года, в общем-то, целесообразность существования такого количества команд. Ты имеешь в виду, где команды в чемпионате Башкирии, да? Ты это имеешь в виду? Все варианты возможны. Все варианты. Хорошо, прошу прощения, Максим. У нас мы сейчас должны прерваться на рекламную паузу, на новости. Ты с нами уже прощаешься, потому что мы потом уже будем только с гостями общаться. И напоминаю, что это был Максим Балубанов, спортивный комментатор, известный журналист. Спасибо большое, Максим. До свидания. Не переключайтесь.
12 часов 30 минут. У микрофона Марина Старостина. В эфире новости на Эхе. В России от последствий коронавируса за сутки скончались 820 человек. Это максимальный показатель с начала пандемии. Согласно данным оперативного штаба, новых случаев заражения около 20 тысяч, причем второй день растет заболеваемость в Москве. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус призывает готовиться к новой пандемии. Ближайшие 3 месяца станут критически важным периодом в подготовке к противостоянию будущей пандемии. При этом, какие бы механизмы ни использовались, они должны быть основаны на нескольких принципах, которым будут следовать все страны. Прежде всего, они должны быть согласованы с мандатом ВОЗ. Не надо заниматься созданием параллельных структур, потому что это может привести к дальнейшей дефрагментации глобальной системы здравоохранения. Гебрейесус подчеркнул, что реальное количество инфицированных, возможно, в несколько раз превышает официальную статистику. Серьезный пожар произошел на северо-западе Москвы на складе компании «Кронштадт». Там хранятся ацетон и бензин. Возгорание возникло в подвале. Эвакуировали всех находящихся в здании людей. Информация о пострадавших не поступала. Как передает ТАСС, на данный час пожар удалось локализовать. В сентябре страны ОДКБ проведут 3-дневные учения в Киргизии. Военные будут отрабатывать маневры, способные предотвратить вторжение боевиков. Похожие учения прошли в начале августа в Таджикистане. Это связано с обострением ситуации в Афганистане после прихода к власти талибов. Напомню, движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России. Посол России в Афганистане уверен, что альтернативы талибам в этой стране нет. По словам Дмитрия Жернова, представители движения «Талибан» контролируют не только Кабул, но и всю страну. Дипломат считает, что талибы готовы к экономическому сотрудничеству с Москвой. Я думаю, что Талибан заинтересован в мирной границе с Средней Азией, чтобы налаживать торговлю и чтобы налаживать экономическое сотрудничество, в том числе транспортные проекты, энергетические проекты и так далее. Талибы открыты к нашему участию в экономике, включая освоение недр. Это вопрос к нашему бизнесу. На этом фоне Талибан и Северный альянс договорились не нападать друг на друга. Житель Тюмени, который задержан по подозрению в убийстве 8-летней девочки, мог участвовать в ее поисках, сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на информированный источник. Речь идет о 40-летнем мужчине, который, как утверждает ВСК, признался в содеянном. Представители поисковых отрядов не могут пока подтвердить, был ли задержанный среди волонтеров. В Москве плюс 20 градусов сейчас. Сегодня в течение дня обещают дожди. Марина Старостина, служба информации, Эхо Москвы. 3, 2, 1. Реклама. Знай всегда, Фармленд с тобою рядом. Есть один совет простой. Покупай в Фармленде то, что надо. Получай в подарок свой. Лето заканчивается. Успей получить подарок за покупку в Фармленде. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Подробности в аптеках Фармленд. Фармленд, что надо. Башкирский государственный театр кукол приглашает 28 и 29 августа приглашаем на спектакль «Гуси-лебеди». Жили-были сестрица Аленушка да братец Иванушка. И вот однажды... А что же было однажды? Приходите и сами посмотрите. Начало в 11, 13 и 16 часов, категория 0+. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Вся наша жизнь игра. И если ты не глуп, ты понимаешь, во что ты играешь. Весь этот мир как большой футбольный клуб. Хей, 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 футбольный клуб. В эфире «Эхо Москвы» в Уфе, программа «Футбольный клуб». У микрофона Разиф Абдуллин. Теперь к нам в студию присоединились гости. Представлю их. Это Алексей Кушниренко, менеджер проектов Федерации компьютерного спорта России, и Азамат Муратов, председатель Башкирского республиканского отделения Федерации компьютерного спорта России и известный хоккейный комментатор.
Алексей, первый вопрос такой, на вскидку. Цель вашего приезда в Уфу, как вы здесь оказались? В Уфе оказался, во-первых, здесь проходит WorldSkills, на котором будет панель с выступлением, где буду принимать участие, рассказывать про компьютерный спорт и про образование в компьютерном спорте. Плюс еще Уфа такой киберспортивный город, абсолютно точно, и здесь есть на что посмотреть с точки зрения киберспорта, узнать, как в Уфе проходят дела вообще в целом. Есть какой-то рейтинг городов там или регионов? Каждый гордится по-своему чем-то. У кого-то есть достижения там в одном виде программы компьютерного спорта, где-то там развит. В Уфе 100% это мекка российского киберхоккея, его так можно назвать. То есть все лучшие, кто умеет играть в виртуальный хоккей. Хоккейный комментатор занялся еще и футболом. Потому что он совместил киберхоккей с киберфутболом, правильно я понимаю? Немножко, да. Добрый день всем. На самом деле мы, если говорим о рейтинге городов киберспортивных в России, мы здесь в Уфе гордо считаем себя, конечно, в этом рейтинге победителями. Это не значит, что в других городах не может быть других версий, но в киберспорте работы много, и здесь мы собрались для того, чтобы поговорить о работе киберспортивной федерации в развитии дисциплины вида спорта под названием футбол. Давайте я немножко буду провокатором. Значит, задавать такие недоуменные вопросы. Как так получилось, что в РФС, значит, он взял под свое руководство крыло не просто только большой футбол, он еще взял мини-футбол, пляжный и интерактивный футбол, как оказался в этом списке? Я думаю, Алексей здесь расскажет более подробно. В целом, как и для стороннего обывателя, когда он видит интерактивный футбол, для него вообще в целом он не всегда с первых минут понимает, что это интерактивный футбол. Он видит ту же самую картинку, что он видит в телетрансляции. Допустим, Уфа сегодня с Крыльями Советов будет играть, если я не ошибаюсь, в целом включить такой же матч киберфутболистов, он вряд ли сможет отличить. Поэтому у РФС возникла заинтересованность в том, чтобы развивать этот вид спорта, и наряду с пляжным футболом, как правильно вы сказали, наряду с мини-футболом, интерактивный футбол является видом спорта, разновидностью футбола, но при этом есть, чем мы гордимся, это очень плотно взаимодействуем с Российским футбольным союзом, и Российский футбольный союз не самостоятельно проводит турниры по интерактивному футболу, а совместно с Федерацией компьютерного спорта, с экспертизой, которая есть. Такой получился неплохой тандем, который приносит свои плоды в плане развития. А какие соревнования проходят? Давайте напомним или просто у нас расскажем. Есть 2 регулярных соревнования, которые есть постоянно и покрывают в целом практически целый год. Это чемпионат страны и кубок страны по интерактивному футболу. Они проходят, примерно так, если делить, то это осень-зима и весна, так и чуточку лето. А Кубок страны, который в Уфе проходил, это был первый по счету? Или я ошибаюсь? Тут нельзя путать. Когда мы говорим о том, что произошло здесь в феврале 2017 года, я об этом говорю. Это было соревнование внутреннее российского футбольной премьер-лиги, как РФПЛ назывался. В принципе, любая организация может устроить турнир по дисциплине интерактивный футбол, и никто не будет против. Но чемпиона страны и обладатели Кубка страны по интерактивному футболу может выявлять только Российский футбольный союз. И здесь мы, как представители Федерации компьютерного спорта, рады, что мы работаем в связке. Так что тот Олимп, Кубок РФПЛ по киберфутболу, в котором участвовали все 16 клубов РФПЛ на тот момент, которые были, и впервые там в истории было соревнование, когда все клубы на свое официальное соревнование лиги в один город прислали 16 команд. В нормальном футболе это невозможно, как вы понимаете, да? Да. То событие, конечно, было ярким, оно во многом подняло интерес к интерактивному футболу, но, опять же, нельзя путать соревнования одной лиги, соревнования одной школы, соревнования одного ведомства. Хорошо. А сколько сейчас чемпионов России существует? То есть про историю давайте расскажем чуть-чуть. Это же не очень давно, правильно? Чемпионат России прошел в первый раз, если не ошибаюсь, в 2018 году. Могу перепутать, потому что это было, там, по-моему, с 2018 на 2019, декабрь месяц. Бывает такое, что путаешь, потому что мы это запоминаем не по годам, а по версиям игры. А она начинается в 2021 году, начнется уже версия игры 22, по циферке 22, потому что будет большинство сезонов. Но у нас, получается, есть уже 7 больших турниров проведено. Это 3 чемпиона страны, есть и 4 обладателя кубка. Либо наоборот, 4 чемпиона, 3 обладателя кубка. В данный момент действующим чемпионом страны является наш сипайловский паренек Роберт Фахриддинов. Да, вместе с Андреем Гурьевым. Под ником Уфенок, который... была очень хорошая история, которую я с удовольствием всегда рассказываю. Я
очень сильно настаивал, чтобы Шамиль Камилович Газизов договорился и взял Роберта на контракт, потому что Роберт тогда был обладателем звания неофициального чемпиона мира. На Мальдивских островах он этот турнир, серьезный представительный турнир, выиграл, и, в общем, так считалось, что это неофициальный чемпионат мира. И после того, как Шамиль Камилович и Уфа отработала с Уфенком год, он был совершен первый киберфутбольный трансфер, и он попал в структуру Локомотива. Локомотив московский очень серьезно развивает свое киберспортивное направление, но все же понимают, что это аудитория, и такая кросс-платформа получается, кросс-продвижение взаимное. И там Уфенок себя очень хорошо чувствует, играет, и в данный момент вот Кубок России он взять не смог, к сожалению, а был бы золотой дубль. Но он сейчас до сих пор там, да? Он сейчас в Москве, да. Слушай, а вот процент от продаж ты какой-нибудь получил, нет? Я? Да, лично ты. Нет, если бы я за все хорошие дела, что я делал, получал хотя бы раз в жизни какой-нибудь процент, я бы, наверное... Был бы миллионером, да? Да, наверное, да. Хорошо, а все-таки вот переходя плавно, я думаю, многих слушателей интересует вопрос денег, то есть... За счет чего существует этот вид спорта, там, какие призовые и так далее? Можете об этом рассказать? Ну, давайте, если вкратце, призовой чемпионат и Кубка страны, он в целом фиксирован на протяжении этих 3 лет. Это 1 000 000 рублей, 500 тысяч получает первое место, 300 тысяч получает второе место, 200 тысяч получает место под номером 3. Вот. И что немаловажно, и спортивный разряд. Звание чемпиона страны или обладателя Кубка, и спортивный разряд по виду спорта футбол. Тут очень веселая история. Это тоже интересно с этой точки зрения. Ну, плюс еще есть, если это игрок находится в команде киберспортивной, либо футбольной, как, допустим, с Локомотивом это дело происходит, то он получает некую зарплату. Зарплату, естественно, не разглашает, но примерно можно сказать, что это, допустим, от 60 до 120, там, например, тысяч рублей, где-то примерно так. Такие топовые спортсмены, они в интерактивном футболе получают. Это, конечно, не дотягивает до самых популярных киберспортивных дисциплин в плане там Dota 2, например. Там игра гораздо популярнее с точки зрения обширности аудитории. Там контракты немножко посерьезнее. Но я думаю, что для молодых ребят, а интерактивный футбол один из самых молодых видов вообще в целом в плане возраста. Там уже 23, это уже матерые игроки, которые уже ветераны, начиная там с 14 лет, молодые ребята очень хорошо выступать, поэтому для них это в целом неплохой шанс тоже что-то получать, какую-то денежку за свое увлечение. Да, Роберт уже в своем возрасте ветеран. Сколько ему лет? Ему 23 или 24. Прошу прощения, призовой фонд из чего складывается? То есть, участники соревнований ни в коем случае нет, конечно же. Нет, призовой фонд выделяет в данной ситуации Российский футбольный союз, который дает это официальный кубок, официальный чемпионат страны, на котором есть призовой фонд, и за него борется. Та история, что люди что-то должны вносить, она имеет место быть или нет? Она сейчас уже, наверное, не сильно востребована, потому что раньше это было, когда только зарождался компьютерный спорт в целом, когда не было каких-то больших громких турниров, тогда вынуждены были участники, и они даже не под какую-то из-под палки все это делали. Они сами просто договаривались, мы сейчас сыграем. Чтобы был интерес какой-то, да? Был какой-то интерес. Сейчас же все, таких на крупных турнирах все оплачивается проезд, проживание, питание, там все перелеты, все сопутствующие расходы, они все оплачиваются, и турниры, в которых нужно будет давать взнос, они просто не конкурентоспособны. Ты можешь играть, в чем плюс интерактивного футбола, компьютерного спорта, ты можешь играть из любой точки планеты фактически, в любом турнире. Тебе не нужно никуда ездить для того, чтобы посоревноваться. Ты можешь в европейских турнирах играть просто сидя дома у себя где-то. Но, конечно, при этом мы понимаем, что серьезные европейские турниры, особенно турниры там под эгидой FIFA или Electronic Arts, производители этой игры, которые ежегодно новую версию дают, конечно, финальные стадии, они проходят в режиме LAN, так называемый Local Area Network, когда мы видим соперника глаза в глаза, и между нами, условно, метр кабеля. Все, нам ничто не мешает. Да, такая невидимая искра пробегает между соперниками. Это совсем... Она бывает и видимая. Это совсем другие ощущения, потому что однажды тоже, мы про Роберта, видимо, сегодня много будем говорить. Роберт в возрасте 16 лет вернулся из Парижа, где он взял 2-е место на очень серьезном мировом турнире. И я видел фотографии, где он сидит на диванчике на краю сцены перед телевизором, а лицом к болельщикам соперника он играл в финале против французов в Париже. И вы представляете, там несколько тысяч здоровых мужиков от 30 до 50 лет. Все как один смотрят на экран, который расположен за киберфутболистами. И когда я Роберта в шутку, решив подколоть, говорю, как ты мог проиграть в финале 2-4? Разве это твой уровень? Он
просто мне ответил: Азамат, такое счастье, что я ни разу не уронил геймпад из рук. Потому что как только мой соперник захватывал инициативу или там овладевал мячом этим виртуальным, все это слышала эта толпа, и она гудела и жила как настоящий стадион, и все болели против меня. Он получал реальную поддержку, не виртуальную, да, которую можно было и от этого просто дрожь по коже и невозможность сосредоточиться, потому что для спортсменов любого уровня, в любом виде спорта концентрация превыше всего. Тут, конечно, болельщики сыграли за француза, и вот Роберт проиграл. Скажите, пожалуйста, а вот российские киберфутболисты на европейском уровне, они как себя показывают? Слушайте, сейчас на самом деле достаточно неплохо развивается наши футболисты, они все больше участвуют в европейских турнирах. Последние несколько лет разработчики игры серьезно занялись проведением чемпионата мира своего, и они там действительно сейчас собирают очень сильно, и конкурировать бывает достаточно тяжело. Но там в топ-64 наши там сейчас 5 или 6 спортсменов имеется в наличии. Пока что крупных побед больших нету, но это действительно, чтобы вы понимали, это огромное количество участников. Это не то, что там 2 человека всего играет, это тысячи людей. Тысячи и тысячи людей, мега популярно, например, в Германии. В Германии работает электронная Бундеслига, она так называется Бундеслига. Это серьезный бизнес, это миллионные просмотры, это Twitch, YouTube и все остальное. Там для меня до сих пор загадка, почему, допустим, Бавария не вошла в электронную Бундеслигу, а все остальные клубы, по-моему, там уже очень давно. Видимо, Бавария еще не прочувствовала. Ждут, когда, видимо, будет серьезное что-то, на самом деле. Ну, Баварии, может, медиа пока хватает, охватов своих, и им дополнительно ничего не но требуется. мы понимаем, что было время, когда у топовых видеоблогеров, которые посвящали свои блоги только и компьютерному футболу, было больше, чем у там десятка клубов РФПЛ и РПЛ. А вы можете оценить примерное количество, значит, игроков и интерактивного футбола в России и примерное количество аудитории этого вида спорта? Давайте сразу по игрокам. Это такая тема. Когда мы говорим о геймерах, это люди, которые просто проводят время за приставкой. Да. И условные 1000 геймеров в себе содержат, дай бог, половину киберспортсмена. Потому что киберспорт — это спорт. И в данном случае, когда мы говорим о футболистах, которые участвуют в соревнованиях по интерактивному футболу, мы тоже их все-таки называем по старинке киберспортсменами. Он требует определенных смыслов, тренировочного процесса, подготовки, разбора, аналитики, физического состояния. Себя, чтобы дойти до вершины, стать чемпионом России хотя бы, себя надо этому посвятить. То есть постоянные тренировки и психологическая подготовка. Да, и каждый раз, когда вы говорите об аудитории игроков, тех, кто занимается компьютерным спортом, вспоминайте всегда мальчиков во дворе, которые выходят пинать мяч, играют в набивалы. Ну, как мы детство все во дворе проводили. Не случайно футбол самый массовый вид спорта. Да, ворота ставили из камушков. Да, десятки, сотни тысяч. Мы не футболисты, мы просто геймеры в этом случае. То же самое с интерактивным футболом. Ну, если к цифрам... ты не сказал цифры. Цифрам, если переходить, да, я могу сказать цифры. Примерно, если кто активно, постоянно занимается, участвует в турнирах, это, там, 1,5, наверное, 250 человек. Это количество надо умножить, наверное, на порядок 2, может быть, чтобы понять, что общее количество поклонников. Нет, общий охват надо на миллион умножать, потому что игроков... Надо брать продажи Electronic Arts, копии игры в России. Сейчас вышла новая консоль. PlayStation 5. Да, PlayStation 5 вышла. Ее невозможно купить в магазинах, вот уже год она. Из-за дефицита большого все хотят ее купить и поиграть. И людей, которые, вот если обратить внимание, я спрашиваю, у всех, не у всех, ладно, хорошо, там 30% всех моих знакомых, у них так или иначе стоит дома телевизор, стоит какая-то консоль с какой-то версией интерактивного футбола, и они дома с друзьями периодически играют. Это мега популярно. Это очень популярная игра. Я журналист, я привык к каким-то цифрам. То есть 1 миллион продано экземпляров этой игры. Давайте сейчас позвоним в Electronic Arts и спросим, сколько вы... Я не готов прямо сейчас сколько. Дело в том, что вам не назовут эту цифру. Это тоже коммерческая тайна. Но мы знаем по некоторым каким-то по некоторым косвенным признакам, по какой-то аналитике, что, по-моему, FIFA 21 продалась в районе 60-50 миллионов копий по всему миру. Я уверен, что 500 000 копий куплено в России, несмотря на то, что для России цена этой версии просто адова. Просто большая цена. 5000 рублей, при условии того, вот там еще есть такой порог, да, когда ребенок говорит: папа, купи мне приставку. Папа спрашивает, для чего? Он говорит: я буду играть в футбол. Папа начинает недоумевать: мы тебе купили ноутбук в школу, ты на нем не можешь почему-то играть. У тебя есть компьютер,
котором ты играешь свой Counter-Strike, и он тоже стоит 100 тысяч рублей, тебе еще приставку нужно со всем комплектом. Да, объясните выходит таким 50, для чего нужно еще... 50 тысяч рублей еще нужно вложить. Да. Вы понимаете, какой ценовой парк? И при этом игра заставляет саму себя покупать каждый год. Ну, вот такими сотнями тысяч по России это однозначно. Ну да, не, аудитория действительно, это не сотни человек, это действительно сотни тысяч человек. А объясните мне, вот непосвященному, зачем нужно менять эти вот FIFA 19, там 20, чем они отличаются? Не только же цифрами. Ну, это уже, наверное, вопрос не к спортивной точке зрения составляющей, это все-таки люди при этом там зарабатывают. Там игроки меняют, состав игроков или что-то другое? Там это как обновление игры идет, постоянно продают новую версию игры. Ну, то есть, грубо говоря, почему выпускают каждый год новую модель телефона? Ну, это понятно. Примерно, потому что он становится лучше. Есть какие-то нововведения, вот вам продают с этим нововведением. Вы заметили какие-то по ощущениям, что изменилось? Каждая игра есть такое понятие геймплей, есть такое понятие физическая модель. В свое время производитель игры FIFA гордился тем, что полностью освободил физику мяча. Я не знаю, как насчет последних версий, но я помню, это было то ли в 16-м, то ли в 17-м году. То есть, это была модель футбольного поля, и мяч летал так, как он сталкивался с бутсами футболистами, с их головами, с травой, со штангами. Им искусственный интеллект не помогал мячу двигаться. И этим разработчики гордились. Что сейчас, какие новые... Я сказать не могу, я больше играю в киберхоккей, поэтому вот про него я могу по аналогии Алексей, рассказать. А вы в футбол играете интерактивный? Ну да, у меня в этом году 2000 матчей. Сейчас я вам скажу про Алексея. Просто Алексей выдающийся киберфутбольный комментатор. Это человек, который работал как комментатор на всех практически самых лучших турнирах России. А это тяжело комментировать виртуальную игру? На самом деле, если ты этому посвятил всю жизнь, я комментирую сколько уже? 7 лет, наверное, 7 или 8 лет, где-то примерно откомментировал, я посчитал уже 3000 матчей за свою карьеру. Мне достаточно просто. Игроки рядом комментаторы, мы очень часто сейчас имеем практику, когда мы приглашаем комментаторов футбольных и в паре с ними комментируем. Им бывает действительно после этого, когда они в первый раз, им бывает тяжеловато, потому что динамика гораздо выше. Там тайм по 6 минут, а эпизодов и действий укладывается столько же, сколько в реальном матче за 90 минут. То есть динамика, она немножко другая, она чуть медленнее, наверное, чем в хоккее, в интерактивном, но в целом очень-очень быстро все происходит, и у тебя досадно для меня самое главное, что у тебя нет большого количества времени, где ты можешь рассказать вещи, которые не связаны с футбольным полем, а рассказать что-то об игроках, это достаточно такое вот динамичное. Не всегда успевает комментатор объяснить все тонкости того, что произошло. Там же не один... там паузы, там 10-15 секунд, и там нет ничего. И ты, главное, наверное, отличие от большого футбола, от комментирования большого футбола, ты не можешь разговаривать большими обширными предложениями, потому что ты пока договоришь свою фразу, которую хотел сказать, уже произойдет столько всего на футбольном поле, что эта уже фраза будет абсолютно не актуальна. Надо быть очень емким. А на каких площадках можно это увидеть и услышать? На самом деле трансляции чемпионатов Кубков страны проходят на всех интернет-платформах. Есть видео на Ютубе Федерации компьютерного спорта России, Российского футбольного союза, ВКонтакте, Одноклассники, Twitch. Ну, то есть... Вот Twitch, разъясните немножко нашей аудитории. Вот, лично я, к сожалению, не очень разбираюсь, что это такое. Пользуйтесь Ютубом тогда, никаких проблем. Но тем не менее, что удобнее? Twitch — это стриминговая платформа, которая предназначена непосредственно для компьютерных игр. То есть там аккумулируется аудитория, которая... Знает, да, что там знает, есть? Что это компьютерные игры, и весь список вообще в целом каналов, они сортируются именно по играм той тематики, в которую... И люди смотрят, что им нравится. Да, и люди выбирают. А что в ближайшем будущем предстоит, не знаю, организовать, провести, и потом это можно все будет увидеть? В ближайшем будущем у нас сейчас выход новой игры, она выходит в конце сентября. Будет время у нас, как организаторов, чтобы утрясти организационные вопросы с FIFA и Electronic Arts, FIFA имеется в виду, Федерации футбола. Нужно согласовывать с ними календарь, естественно, потому что сейчас уже структурированный календарь всех мероприятий международных, и мы должны в этот календарь попасть и сделать расписание на чемпионаты Кубок страны. Соответственно, обозначить их формат, и уже к концу этого года начинать проводить и анонсировать и проводить чемпионат страны, который будет, я думаю, что где-то в ноябре, в декабре начинаться. Есть какие-то возрастные ограничения? Возрастные ограничения есть. Они у вида спорта интерактивный футбол, у него 14+ возрастные ограничения. Единственное, что иногда на соревнованиях, на чемпионате и на Кубке страны бывает ограничение 16+, потому что такое ограничение есть у разработчика игры к своим турнирам, а мы очень часто чемпионаты Кубок страны является отборочным
отборочным турнирам к чемпионату мира, к следующей части. То есть мы нашего победителя очень часто отправляем на международную арену участвовать, представлять нашу страну. Что надо сделать, чтобы стать участником чемпионата страны, например, кроме возраста? В целом ничего, играть, естественно, в интерактивный футбол и просто своевременно обновлять новости. Ну, те, кто вообще в целом хоть маломальски интересуется интерактивным футболом, он подписан на какое-то количество пабликов, этого достаточно для того, чтобы узнать, что есть анонс. Он обширен среди всей аудитории. То есть его любитель может стать профессионалом или я не прав? Всегда там очень быстрый лифт в этом плане работает. Онлайн, ты записываешься на онлайн соревнования отборочные, и всегда знаешь, что там на вершине пирамиды звание чемпиона. Нет, у нас каждый год по 5 спортсменов выстреливает. Вот в этом году есть парень, который чемпион мира по настольному хоккею. Он сейчас очень хорошо себя перешел с настольного хоккея просто за полгода в интерактивный футбол и дошел до очень хороших результатов. Я комментировал матчи чемпионов мира и чемпионов Европы по настольному хоккею. Был такой опыт. Я не удивлен, что ребята так быстро адаптируются. А какая самая большая вершина в этом виде спорта? Чемпионат мира. Чемпионат мира, который под эгидой FIFA. И что может получить, не знаю, победитель этого там или призер? Слушайте, если честно, я там не помню, какой призовой фонд. Вот так давайте по-нашему, по-спортивному. Звание мастер спорта России по футболу. Понял. Если это будет россиянин. Ну, а дальше почет, уважение. Есть такой вариант, что, допустим, человек, поигравший в этот вид спорта, со временем становится тренером, там переходит в большой футбол? Там, скорее всего, наоборот все дело происходит. Очень часто практически все ребята, которые играют у нас, они все либо сейчас занимаются футболом, либо у них что-то с футболом не получилось. Ну, не могут все же стать футболистами. Все хотят стать Криштиану Роналду, но не все могут. Потому что конкуренция, конечно, большая. Давайте я об этом расскажу. Да. Первый чемпион Республики Башкортостан по интерактивному футболу. Мы проводили эти турниры дважды вместе с Федерацией футбола Республики Башкортостан. Сейчас работает в тренерском штабе ФК Уфа. И веселая история. Я не рассказывал даже. И веселая история. Он кандидат мастера спорта, получил звание в свое время. И когда мы с ним общались на тему дальнейшего роста, выяснилось, что он может стать мастером спорта по футболу, но только уже не выходя на площадку, потому что в команде мастеров и стать чемпионом России в составе ФК Уфа не сможет. К сожалению, у нас время программы подходит к концу. Я еще должен небольшое объявление зачитать от футбольного клуба Уфа. Футбольный центр школы ФК Уфа объявляет отбор мальчиков и девочек 2008-2018 годов рождения. Адрес Уфа, улица Зорка, 50, школа 31. 28 августа отбор, начало в 10:00. Вся информация дополнительно по телефону 8 919 141 8000. Это был футбольный клуб в эфире «Эхо Москвы» в Уфе. С вами был Разиф Абдуллин и наши гости Алексей Кушниренко и Азамат Муратов. Встретимся 2 сентября. Живите футболом. Никакого секрета.